Здравствуйте, в прямом эфире новости. В Магасе прошло заседание антитеррористической комиссии Ингушетии под председательством главы Республики Ингушетия. На повестку дня был вынесен вопрос о принимаемых мерах, направленных на предотвращение угроз совершения террористических актов и недопущения протестов в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы Федерального собрания России, Дня образования Республики Ингушетия, Дня России, Дня знаний и Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В начале встречи глава республики отметил слаженную работу сотрудников правоохранительных органов и поддержку общественности в период майских праздников. Он особо подчеркнул, что нужно сохранять бдительность не только структурам, ответственным за антитеррористическую безопасность городов и районов, но и обычным гражданам. Общество, поддержки общественности, это тоже надо признавать. Мы на усилении первомайских праздников при полученной оперативной другой информации грамотно это все было реализовано. Найдено большое количество оружия, взрывчатки, в том числе готовых к применению взрывчатки для совершения террористических актов. Это все уже видно, это уже там оперативный штаб показал, рассказал, в пресс-релизе это все есть. Схроны, омудревание, экипировка. Но главное, дали уже показания на своих подельников, в том числе идеологов, организаторов. В ходе совещания был рассмотрен вопрос эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, а также о принимаемых мерах по их совершенствованию. Напомним, в результате проведения комплексной специальной операции в Малгобеке и контртеррористической операции в Назране при оказании ожесточенного вооруженного сопротивления 5 бандитов были нейтрализованы, 3 задержаны. Совету безопасности в этом деле вместе с Советом ТЭИПов, с главами муниципальных образований провести самую тщательную, подготовительную и другую работу с родственниками уничтоженных бандитов, с родственниками тех, кого задержали, с родственниками пособников. Всех предупредить, какая есть необходимость сегодня, когда никто вас не преследует, когда жизнь налаживается, республика идет на подъем. Почему вы совершаете зло? Что вам не хватает? Что вам нужно? Также руководитель региона дал поручение провести тщательное расследование по прошедшему инциденту в здании морга в Назране. Напомним, что около 20 человек устроили несанкционированный митинг с требованием отдать тело их родственника Хизира Галаева, который был ликвидирован силовиками во время спецоперации. Вот эти действия происходят не просто там на словах. Это мы уже наблюдали. Рассылки по телефонам. С одного конца в другой конец перемещаются. Толпа там на машинах. И какой-то реакции нет ни со стороны местных органов власти, ни со стороны там постовых. Максимально сделать так, чтобы ни в коем мере, ни в коем случае такие вещи не остались безнаказанными, и без контроля со стороны органов любых, органов правоохранительных, не только но и органов местного самоуправления. При этом Юнусбек Евкуров отметил, что тела убитых надо отдавать родственникам для похорон. О своем решении отказаться от практики выдавать тела убитых в ходе контртеррористических операций боевиков и их родственникам глава региона заявил еще в 2011 году на встрече с молодежью лагеря Машук-2011 в Пятигорске. Мария Мистоева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев. Новости 24. А в Малгобекском районе прошла встреча богословов с молодежью. Подобные профилактические мероприятия являются одним из действенных способов борьбы с экстремизмом. Именно молодежь на сегодняшний день находится в зоне риска и является главной целью вербовщиков организации экстремистского толка. Собравшиеся выразили мнение, что религиозная безграмотность является причиной многих разногласий. Слово Индиры Манкиевой. Подобные встречи в Малгобекском районе проходят за этот год уже в 17-й раз. Но сегодня особый случай, признаются собравшиеся в зале имамы и ученые-богословы. Главная тема на повестке дня – причина объявления КТО в Малгобеке из-за спецоперации, в ходе которой были уничтожены участники банд подполья. Подобные ситуации, по словам имамов, возникают из-за того, что большинство молодежи религиозно неграмотны. Здесь преуспели зависимость от чужого мнения. Одна из причин, способствующих распространению радикальных течений среди молодых людей. Поэтому приоритетная задача – сберечь нашу молодежь от всего негативного. Необходимо воспитывать молодежь на истинных ценностях ислама.
В ходе встречи религиозные деятели затронули еще одну уже наболевшую тему – ситуацию в Сирии. Очень часто молодые люди идут на необдуманные шаги, а причина все та же – интернет. Богословы призвали ребят, чтобы они не поддавались провокациям и ни в коем случае не вели с незнакомыми людьми разговоры на религиозные темы. Ведь за правильным советом в любое время можно обратиться к местному имаму. تسجي تيار دغيت تسجي رزق حانل ديار سندوتش إذا بيخ حمد إيش حمد إزمو حمد ويقام النهديهم ويقام النه واجب بيقبل شغل بات ويقام النه بريج تعجب تحقدي ما الله اشتوى وليديهم بصلب سق لا إله إلا الله محمد رسول الله ملاج وسق بصلب نهب بجري ب ما الله اشتوى أزولي هار سقديهم تعو استأخذ ديهم كيجنا بلقوا داق أخر حدا خاطر هدين خين خوش خيط متان خين دالدن حقل يعني أخان جوب لا تبلغها واش خيتات خوس. В ходе беседы богословы отметили, что еще одна причина возникновения разногласий среди жителей – это неумение читать Коран и недостоверные переводы сур и аятов и священные книги. Чтобы не запутаться, богословы советуют обратиться в исламские институты или к местным имамам и ученым. Беседа получилась интересной и полезной. Каждый желающий смог задать интересующий его вопрос. Молодые люди из Верхних Ачулков уверены, что в их селе самая дружная молодежь. Их не разделяют различные религиозные течения и мнения, а подобные встречи сплачивают их еще сильнее. Эти мероприятия очень полезны всем спортсменам, всем. И тренера все это доступно объясняют, как имамы. Стоит отметить, что принять участие в заседании антитеррористической комиссии собрались и представители старшего поколения. Для них эта беседа не менее значима, ведь многое зависит от того, какое воспитание родители дадут своему ребенку. Вот такие мероприятия, я думаю, что они проходили бы очень чаще. Желательно чаще проводить, чтобы молодежь и взрослое поколение не забывали о том, что сейчас творится даже в мире восточной, в Сирии то, что творится, значит, чтобы этого не было. В завершении встречи все сошлись во мнении, что каждый должен заниматься чем-то полезным не только для себя, но и всего общества. А старшее поколение должно воспитывать молодежь в духе патриотизма, национальных традиций и обычаев. Индира Манкива, Магомед Дидигов, Новости 24. На 89-м году жизни не стало участника Великой Отечественной войны Мухарбека Хашагульгова. В военные годы он защищал передовую оборонительную линию Малгобека. Проститься с ним сегодня пришли многие жители республики. Военная выправка, прямой взгляд и крепкое рукопожатие. Именно таким он останется в нашей памяти. Казалось бы, совсем недавно ветеран в полном здравии встречал очередную годовщину победы Великой Отечественной. О событиях тех страшных 40-х он рассказывал со слезами на глазах. Трудно представить, что сейчас ветерана уже нет с нами. Когда началась война, Мухарбеку Магомедовичу было всего 16 лет. Но, несмотря на это, с началом Великой Отечественной юноша, как и тысячи его ровесников, отправился на фронт. В 1941 году он участвовал в возведении оборонительного рубежа под Моздоком, а в сентябре-октябре 1942 в кровопролитных боях под Малгобеком. На похоронах не только те, кто лично знал Мухарбека Хашагульгова. Чтобы проститься с ветераном, пришли практически все жители Сунжи. Порядочный, трудолюбивый, уважаемый. И это не все качества, которыми обладал Мухарбек. По словам его знакомых, он всегда находил общий язык с людьми и никогда не разделял их на своих и чужих. دال حقلا ديك والمار قدا حبال شورسك واسر يا مهارب سو ثاني واسم لشات بوس بيرغشن شرا بوخم تطعن ابغى سمي خانك ور جوز كات ورش دال حمل خلاص حمل خوش بيزمي ور خود بير قول خزي ورش ديك ور او حسغوير اتخط حمل دو تشان بوس داخل تشامبر بوس لا تشبي ديك ديزل قيبه ديك قونجيش قيبه ناها ويز نيخ تشامبر سغوير دالي دمك ديقلون. Несмотря на то, что ветеранов Великой Отечественной войны год за годом становится все меньше, их подвиги, несомненно, остаются в сердцах и в памяти людей. Мухарбек Хашагульгов – один из тех, кем вся страна по праву может гордиться. Ветерана похоронили в сельском поселении Базоркино. Далгеш Долцох, Далгагетом Болб. Магомед Асканов, Адам Далаков. Новости 24.
Сегодня во всем мире отмечают важный праздник – Международный день защиты детей. В Ингушетии праздник этот отмечают открытием социальных объектов. В частности, свои двери откроют дошкольные учреждения в Плиево и реконструированный оздоровительный лагерь Эрзи. А в городах и районах республики проходят праздничные мероприятия. Так, в центре Назрани для младшего поколения устроили настоящее шоу. Мадина Пугоева продолжит. На площади перед Назрановским дворцом культуры с утра многолюдно. Детишки и их родители с размахом отмечают День защиты детей. Национальные танцы, вокальное исполнение, талантливое и вдохновенное чтение стихотворений и многое другое. В рядах выступающих сегодня победители республиканского конкурса «Созвездие» и воспитанники Назрановского центра детско-юношеского творчества. Мы сегодня пришли на праздник. Праздник очень хороший, весело. Все дети счастливы. Конечно, и мы тоже, бабушки, родители тоже счастливы. Спасибо всем организаторам. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир. Мне понравилось, как они там барабаном бьют и крутят барабан этот. Еще как они танцуют. Один танцевал и упал. Мы надеемся, что все наши зрители, увидев и мероприятие, и концерт, возьмут многое для себя. Где-то у нас же талантов для детей очень много. Может быть, кто-то захочет пойти дальше на сцену, тоже так же петь. Надеемся на это тоже. Особенно значимым и долгожданным этот праздник стал для 7-летнего Абдулмалика Гасарова. У мальчика прогрессирующая болезнь Розария Дорфмана. Несмотря на свой диагноз, Абдулмалик искренне рад, что в этот день он смог поделиться своим праздничным настроением с другими и получить взамен такое же море положительных эмоций. Мне сегодня понравился мишка, который стоял и танцевал. А еще что понравилось? Все концерт понравился. Для юных зрителей этот праздник действительно стал запоминающимся. Организаторы мероприятия приложили к этому максимум усилий. Мэрия города позаботилась о том, чтобы дети смогли не просто посмотреть выступления талантливой молодежи республики, но и воочию увидеть самые лучшие работы школьников, которые вошли в Международную детскую художественную галерею Ингушетии. Мне эта картина понравилась, особенно башня, потому что это история наших предков. Мне бабушка, дедушка рассказывали, я не раз видела их вживую и с удовольствием приехала бы туда. Помимо всего прочего, детей ждал приятный сюрприз. Мороженое и холодные соки, подаренные им ингушским филиалом МРСК Северного Кавказа, в этот день оказались кстати. К тому же детей лично поздравила и заместитель главы городской администрации Хадя Алхастова. Поздравляю и с Днем защиты детей, и с наступающим Днем Республики. И теперь скажите мне, Назрань рад гостям? Я не слышу. Назрань, вы рады гостям? Молодцы! Самым интересным на празднике, по мнению детишек, стал 2-метровый панда, с которым все желающие смогли сделать памятное фото. В целом, День защиты детей в Назрани прошел на ура. Этот день, несомненно, подарил всем присутствующим море позитива и оставил у детей приятные воспоминания на целый год. Мадина Пугоева, Хаваш Далаков, Новости 24. Ну и традиционно в этот день детей радуют подарками. Воспитанники дома-интерната в Троицком встречали гостей из «Газпрома», которые привезли с собой сладости и хорошее настроение. Именно такие визиты помогают привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо. Желания исполняются, нужно только верить. Это знает, пожалуй, каждый ребенок. Ну а большие мечты маленьких воспитанников дома-интерната в Троицком исполнились сегодня. Представители «Газпрома» в преддверии Дня защиты детей приехали к ним с подарками. Мы отдельно выбрали день, созвонились с их заместителем, узнали именно кто что именно желает, кто что хочет. Нам рассказали, что Александр хочет машинку, Хава хочет куклу, я уже все это помню. Каждому подписали, выборочно все и привезли. И мы видели, что действительно эти улыбки были искренние, они были рады. Все воспитанники – дети с ограниченными возможностями здоровья. Ильяс Саутиев в интернате с 11 лет, сейчас ему 18. Его диагноз – ДЦП. Сегодня ему подарили много сладостей, которые он безумно любит. Не обращая внимания на свою болезнь, Ильяс, как истинный джентльмен, пытается ухаживать за новой гостьей и делает ей комплименты. Хорошее настроение, гости хорошие, подарили вот сладость. Спасибо гостям. Все воспитательницы дома-интерната отзываются об Ильясе как об очень способном человеке. Несмотря на свою болезнь, он усердно старается учиться. Ильяс у нас
обладает таким, хоть и болезнь тяжелая, но он умеет разговаривать, произносить некоторые слова, хоть и тяжело для наших некоторых детей. Он хоть и не поддается обучению, но он все понимает, он понимает, что навещают со стороны, он все это запоминает. Вот, и чувствует, конечно же. А вот Александр Скавровский тут совсем недавно, но уже успел освоиться и обзавестись друзьями. Мальчик очень давно мечтал о большой игрушечной машинке, и сегодня он ее наконец получил. Сегодня привезли подарок. И что тебе подарили? Черная машина. Она тебе нравится? Я очень ждал машинку, когда привезут. Вот. Воспитатели дома-интернат говорят, что для этих детей очень важна поддержка со стороны. Сами сотрудники по мере своих возможностей пытаются устраивать праздники, дарить веселое настроение. Но это ничто по сравнению с тем, как эти дети оживают, когда к ним приезжают гости. Им важно знать, что они не безразличны, и в такие моменты они бывают искренне счастливы. Так как навещают сегодня наших детей, такие гости очень значимы для наших детей. Вот это внимание со стороны. Эти дети замечают вот это внимание, вот это вот тепло со стороны, и для них это важно. В интернате на сегодня более 20 детей. Воспитатели уже научились находить подход к каждому из своих подчиненных. Зря времени здесь никто не теряет. Когда одних учат разговаривать, другие же учатся читать и писать. К нам, когда определяют ребенка, этот ребенок даже не может ручку, не то что ручку, ложку в руках держать, ручку держать. Со временем это все налаживается, они всему этому учатся, и воспитание хорошее этим детям дается, умеют здороваться, прощаться с людьми, умеют встречать людей. К сожалению, не все дети живут беззаботной жизнью. Для многих из них счастье – это когда просто не нужно пить горьких лекарств и делать уколы. Идира Манкива, Рамзан Миржоев. Новости 24.